Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске будут судить мошенницу, обманувшую 46 человек на 34 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемые совместно со своим гражданским супругом совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Так, через средства массовой информации они размещали объявления, приглашая граждан принять участие в строительстве гаражных боксов с жилыми надстройками и многоквартирных каркасных домов в микрорайоне Новопортовской города Якутска. При разговоре с гражданами они представлялись застройщиками и, убеждая людей в наличии разрешения на строительство и используя демпинговые цены, заключали договоры долевого участия, которые, вопреки требованиям федерального закона об участии в долевом строительстве, не регистрировали в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по строительству, ими заключены договора на строительство 46 гражданами на общую сумму свыше 34 миллионов рублей, которые похищены. Гражданский супруг обвиняемый ранее осужден судом по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 10 годам лишения свободы. В отношении обвиняемой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с состоянием здоровья. Очередной случай мошенничества. На этот раз жертвой киберпреступников стал житель Алданского района. Он решил взять кредит, чтобы купить машину, и на сайте одного из банков оставил заявку на 300 тысяч рублей. Через некоторое время мужчине перезвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что нужно перевести 5000, что он и сделал. После перевода потерпевшему поступил еще один звонок. Это был якобы начальник службы безопасности и сообщил, что нужно оплатить страхование кредита в размере 21 тысячи. Потерпевший вновь осуществил перевод. Псевдосотрудники банка неоднократно перезванивали, и мужчина в итоге потратил почти 100 тысяч. Кстати, он неоднократно видел по телевидению предупреждающую о мошенниках информацию, слышал профилактические материалы по радио, а также видел информационные баннеры, но утерял бдительность. Житель отдаленного поселка на северо-востоке Якутии признан виновным в убийстве местной жительницы, совершенном им 16 лет назад. Следственным судом установлено, что в декабре 2002 года у жителя поселка Черский появился умысел на завладение денежными средствами знакомой женщины, которая осуществляла на дому реализацию спиртных напитков. В исполнении своего преступного умысла он вооружился пистолетом неизвестного калибра, заряженного одним патроном, и направился к потерпевшей. Женщина, которая знала гостя ввиду неоднократного приобретения им у нее алкоголя, впустила мужчину в квартиру, где тот вынул из кармана оружие и произвел выстрел в голову потерпевшей. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте происшествия, а напавший обыскал комнату квартиры и обнаружил денежные средства в размере 50 тысяч рублей и золотые украшения, которые забрал с собой, после чего скрылся. На протяжении 14 лет преступление оставалось нераскрытым, но в ходе совместного изучения материалов сотрудниками Следственного комитета и полиции появились основания для возобновления следствия. Были установлены личности свидетелей, которые владели информацией о деталях гибели женщины, и следователи СКР задержали мужчину. Несмотря на непризнание им причастности к преступлению, следствием проведен ряд действий, которые в полном объеме подтвердили вину обвиняемого. Приговором суда он признан виновным и приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное преследование в части разбойного нападения и незаконного оборота оружия прекращено в связи с истечением срока давности. В международной повестке столица Иордании оказалась в четверг затоплена из-за проливного дождя. Десятки автомобилей застряли на улицах, не в силах сдвинуться с места. Рассказывает Татьяна Громозова. Бурные мутные потоки пронеслись в четверг по столице Иордании Амману. Улицы города превратились в настоящие реки, на которых застряли десятки захваченных врасплох автомобилей. Большинство водителей решили бросить машины, но некоторые упорно пытались добраться до места назначения. По городу не проехать. Все автомобили заперты и не заводятся. Никто не может сдвинуться с места. Посмотрите, везде машина, залитая водой. Где ливневая канализация? Не работает ничего. Власти Омана объявили повышенный уровень опасности в связи с прогнозом погоды. Из-за таких внезапных наводнений в регионе нередко гибнут люди. Только в прошлом году поднявшаяся из-за проливных дождей вода унесла жизни 20 человек.
На этом пока все. Берегите себя.